Bilşimiz ýaly ýaňy ýakynda Azerbaýjan uçary ýalňyşlyk bilen Rus goşullar tarapyndan urulup helakçylyga uçrady. Ol Gazagystanyň Aktau şäherinde zordan bölek küçük bolup gondy. Ýogsa Russiýada gonmalydy. Ony raketam kadyp howada atdylar. Häzirki wagt Azerbaýjanyň we Gazagystanyň bir talabyna garamapdan Russiýa günäsini boyun almajak bolýar. Her türlü bahanalar bilen ölen 38 we diri galan 34 adamdan ötünç sorap kanuna göre cezasyny çekip ýetiren diýanyň öwedini dolmakdan ýüze gurýar. Gödeňine getirip görüň. Egerde şol uçak Türkmenistanyň bolsa, Ruslaram ony oka tutsa, biziňkiler idemedem. Hudaýdan gelendir. Bolaron çonça, ziýany ýok diýip yalan uydurup gillerdiler. Öte Gurbanuly Putin'e jaň edip ýallaklardy. Olam medallyk takardy. Aslynda bizde 1991-den bäri diňe prezident ýa-da şonuň garyndaşy ölse aýdylýar. Başga halka hyzmat etdi, watan üçin jan berdi, jan halas edip gahrmanlyk görkezdi diýip hiç kimiň ady tutulanok. TV betbatçylyklar bolaýsa eşitmedik galmasyn, hiç kim helak bolmasyn diýip televizorda habar berilenok. O wan bilen serhetde 2014-15 ýyllarda bolan uruş barada watanda ýekede söz aýdylmady. Вот уже 3 дня в приграничной с Туркменистаном афганской провинции Багдис пограничные войска отбивают штурм боевиков, которые нацелились на пункты пограничной полиции, расположенные вдоль линии госрубежей. Более 200 сотрудников правоохранительных органов отражают атаку. По некоторым данным, свыше 1000 талибов. На подкрепление полиции посланы регулярные армейские части, которые по плану правительства должны помочь отразить атаки боевиков. Напомню, чуть более недели назад талибам уже удалось занять уезд Джун провинции Багдис. Всего же за время весеннего обострения конфликта свои дома покинуло около 100 000 человек гражданского населения. Mening ödüm şo döwür Gargalay 21 harby bölüm Eýran terhetde gulluk etdim. 2013-nji ýylda biziň atriadymyzdan Owan terhet Kuşku Tahtawazara komandrowka görnüşinde esker gatnatdylar. Aýdyna gelende kän eskerler ölüpdir. Onuň üstüne diriler hem 3 aýda bir gedek banýa gyrýar. Ýdili ýiçki berilenok. Köwüşler hepdelep geýilip ayaklar içinde ereýär. Eskerler yaman gıynalypdyr. Takminan 5000 esker töweregi ölüpdir. Ýekejesine şehit diýilmedi. Uruş 2016-njy ýyla çelli дowam edipdir. Для Туркменистана год начался тревожно. С афганской границы приходили известия о постоянных стычках пограничников и боевиков. Кто они, сложно установить. Ашхабад отрицает напряженность на границе, хотя источники свидетельствуют, что с границы в Ашхабад приходят цинковые гробы с убитыми пограничниками. Еще одно доказательство: границы стянуты практически все вооруженные силы республики. В армию призывают даже школьников прямо с выпускного вечера. Ситуация, мягко говоря, если говорить общими словами, напряженная, поскольку вот к нынешнему времени практически ежедневно происходят либо боестолкновения, либо обстрелы с афганской стороны в отношении туркменских пограничников и граждан Туркменистана. И руководство Туркменистана сейчас очень судорожно пытается усилить охрану границы, строятся новые заставы. Еще в прошлом году был объявлен международный тендер на поставки оборудования для спутникового наблюдения за линией границы. Но за интенсивностью давления с той стороны такого военного, я насколько понимаю, Туркменистан не справляется, и ситуация очень тревожна. Başka yurtlarda şeýle uruş bolsa, ölülleriň hatyrasyna ýadgarlyk dikilýär. Ýa-da büdmeýinde 2011-nji ýylda iýul aýynyň 7-sine Yarasklad ýarlanda bolan patlama barada hiç habar berilmedi. И сегодня появились новые подробности в деле о пожарах и взрывах в городе Абадан в Туркменистане. МИД страны называет информацию о многочисленных жертвах и разрушениях тенденциозной и несоответствующей действительности. Власти страны по-прежнему утверждают, что в городе, который расположен всего в 20 километрах от столицы, горел склад пиротехники.
эти 40 секунд фактически единственное видеосвидетельство трагедии, произошедшей 7 июля. Больше никаких фактических доказательств слов очевидцев и правозащитников. А они утверждают, взорвался склад боеприпасов. Жертв не меньше 200, в том числе дети. Очень много раненых, разрушена школа, рынок, дома. Ликвидацией последствий занимаются военные. Иностранных журналистов в страну пускают очень избирательно. Мы попытались выяснить, в каком ключе о взрывах рассказывают на главном туркменском телеканале страны «Алты-Насыр». Но ни в день трагедии, ни днем после о ней не было сказано ни слова. Лишь 9 июля в информационной телепрограмме «Ватан», что означает «Родина», объявили, в Абадане прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и решено приступить к восстановлению систем жизнеобеспечения. Такая вот туркменская пиротехника. Daşary mediýasyndan eşdaýmasaň, iň bolmanda türkmen hakynda şolar alady diýär. Mundan soňra biz öz aramyzda agdyr bolup, şu özünden başga hiç kimi pikir etmeýän hökümetden duynalyň. Videolara like basyň we paýlaşyň. Başarsaňyz maňa maddi kömek ediň. Men bu videolar üçin kän wagtymy, zehinimi, pulumy sarf edýän. Sağ olun vatandaşlar.